Спелые, полезные и прямо с полей. Сбор первого в этом году яблочного урожая идет полным ходом. Вкусные плоды с ингушской земли ждут по всей стране, начиная от Сибири и заканчивая Калининградом. Но сначала их нужно расфасовать по ящикам. Первый этап начинается здесь, на сортировочной линии, где яблоки опускают в воду и пропускают на следующую точку. Аккуратно и безопасно. Плюсы водной линии в том, что ни одно яблоко не будет повреждено из-за удара. Практически весь процесс автоматический. На предприятии задействованы одни из самых передовых технологий, которые пользуются в Европе. А вот раскладывают фрукты по ящикам вручную. Каждый к работе относится ответственно. А Захашиева здесь уже второй год. Работает женщина довольна. Мы сейчас собираем новый урожай. Каждый пакетик по 1,5 килограмма яблок и 7 пакетиков в ящике. У нас есть все условия. Зарплаты выдают нормально, премии дают. Мы просто очень довольны своим вышестоящим начальством. За час сортируют около 25 тонн яблок, а за день до 150. Отдельного внимания требуют боксы хранения. В ангаре 24 камеры, в которых температура 1,5 градуса тепла. Каждая камера может вмещать в себя около 250 тонн яблок. Все камеры в технологическом отношении, в санитарном отношении обработаны, подготовлены. Все камеры готовы. Самое главное поставить вовремя в соответствии, с нормативами. Каждую холодильную камеру необходимо закрывать через 48 часов. Мы это и делаем. Яблоко сохраняется качественно, сочно. Потом определенный период, по мере заказа, мы делаем выгрузку, сортируем и отправляем яблоко. В этом году агрономы надеются на хороший урожай. Прошлый доставил много хлопот из-за непогоды. Всего было собрано лишь 17 тысяч тонн из планированных 42 тысяч. Но в этом году благодаря специальной антиградовой сетке потери получилось избежать. Кстати, кроме яблок здесь выращивают черешню, персики, абрикосы и виноград. Последние уже начали собирать. Урожай в этом году хороший, учитывая то, что в прошлом году виноград пострадал от града. Виноград довольно-таки неплохо восстановился после градобоя и дал хороший урожай. Сортируется у нас оно в коробке, сбор проходит вручную. С помощью секаторов обрезается гроздь винограда, упаковывается в ведро. После уже здесь вне ряда ее сортируют по ящикам на первый и второй сорт. Для отправки в ОРЦ, для хранения и охлаждения. Сейчас главная цель предприятия не только собрать урожай, но и найти людей для этих целей. За неделю здесь на работу приняли порядка 300 человек из предполагаемых 800. Сначала каждый проходит обучение, а уже после начинает трудиться самостоятельно. Одна из таких и Мадина Героева. На сегодняшний день у нас идет обрезка. Виноград собираем, сбор урожая, виноград. Вот. Срезаем, складываем в ящик. Дальше у нас идет уже сортировка по сортам. Это уже там, на выходе с ряда. А здесь есть какие-то правила? У нас есть правила аккуратно складывать вот так вот, чтобы они, виноград очень такой, да. Ну, в принципе, ничего сложного. Мы довольны своей работой. Очень легкая работа, если сравнить с другой. Потому что сбор яблок здесь тоже бывает. Нам нравится вот эта работа. Мы делали прополку, прореживание делали. Но самое лучшее, это идет уже как бы, нам нравится сбор. Все фрукты можно будет купить по доступным ценам в магазине «Сада Гиганта», который располагается на территории предприятия. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.